Добрый вечер, дамы и господа. Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан приветствует вас на первом концерте Нового года. Дирижирует и рассказывает главный дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрий Крюков. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы очень рады приветствовать вас на первом концерте в нынешнем году. Сегодня у нас продолжение масштабного, очень редкого, как мне кажется, уникального абонемента балеты Чайковского. Редко, потому что мы все, как правило, привыкли слушать и смотреть балет в оперном театре, в театре оперы и балета. Исполнение же полной музыки балетов, вот у нас уже прошло «Лебединое озеро», сейчас «Щелкунчик», затем в марте будет «Спящая красавица». Это действительно огромная редкость, потому что, как правило, в концерте можно услышать только сюиты. А когда речь идет о такой музыке, как «Щелкунчик», это поздний Чайковский, музыка, которая невероятно перекликается с патетической 6-й симфонией Чайковского. Валерий Гергиев, например, говорил как-то в одном из своих интервью, что, наверное, 6-я симфония патетическая – это то сочинение, которое дает самое большое переживание музыканту. И вот в сегодняшней музыке невероятные параллели между патетической симфонией и вот этой музыкой, которую вы сегодня услышите. Поэтому это очень особенное переживание, особенная возможность, уникальная, сконцентрироваться именно на самой музыке, на том, что создал сам Чайковский. Чайковский, как известно, получил заказ на эту музыку в 1890 году от дирекции императорских театров. Он должен был написать и «Иоланту», и «Щелкунчик», однако он уехал открывать Карнеги-холл в Америку, вынужденно отложил эту премьеру, и в итоге она на год задержалась, потом все-таки прошла. Но «Щелкунчик» продержался всего лишь несколько спектаклей и был снят. Многие говорят, потому что либретто, то есть само содержание, слишком примитивное. Ну и, конечно, нужно было время, чтобы осознать такую великую музыку, хотя, очевидно, дело было не в ней, потому что до премьеры балета Чайковский играл 6 номеров из «Щелкунчика» в концерте, и 5 из них по требованию публики вынуждены были музыканты повторить на бис. Что касается самого либретто, оно сосредоточено в первом акте балета, всего в «Щелкунчике» 2 акта. Первый акт – это как бы содержание, я сейчас в 2 словах его перескажу, а второй акт – это просто цикл дивертисментов, то есть танцевальных номеров. Вероятно, поэтому музыкальные критики и общественность сочла этот балет довольно примитивным, исключительно если подходить к нему как к постановке, как к спектаклю. Содержание балета примерно такое. В рождественский сочельник в доме президента Зильбергауса собираются гости, среди них много детей, дети президента Клара и Фриц. Когда часы бьют 12, крестный Клары приносит для детей подарки, среди которых кукла Щелкунчик. Это кукла, которая грызет орехи. Фриц, брат Клары, заставляет Щелкунчика грызть слишком большие орехи, челюсть Щелкунчика ломается, Клара подбирает эту несчастную куклу, убаюкивает его, и после заключительного танца гости расходятся. Сцена пустеет, и елка начинает расти. Вот здесь прослеживается черта романтической литературы очень явная, и здесь начало философских подтекстов этой сказки, этой музыки. Вот елка начинает расти согласно сказке по-настоящему, или это в воображении детей, допустим, происходит, это непонятно. Тем не менее, игрушки оживают, появляются мыши на сцене. Мыши во главе с мышиным королем атакуют игрушки во главе с Щелкунчиками. В тот момент, когда мышиный король должен убить Щелкунчика, Клара бросает в него туфельку в мышиного короля. Щелкунчик спасен, и он превращается в прекрасного юношу. Они с Кларой скрываются в еловых ветвях, и сцена превращается в зимний лес. Вот без побочных небольших интриг это все содержание. Действительно, оно выглядит довольно примитивно. И во втором акте главные герои попадают в город Конфитюренбург. Щелкунчик рассказывает гостям о том, что произошло в первом акте, и начинаются просто танцы сказочных героев. Однако, безусловно, необходимо понимать, что за этой сказочной детской простотой кроется невероятная глубина, и существует масса различных трактовок
трактовок, 3 основных версии трактовки того, что Чайковский хотел сказать этим сочинением, потому что, безусловно и очевидно, что это нечто гораздо большее, чем то, что ассоциируется у нас с новогодним настроением. Вот одна из трактовок заключается в том, что Чайковский отражал трагические, я подчеркиваю это, события собственной жизни. Почему трагические? Потому что вы сможете это очень явно услышать в музыке, а кроме того, сегодня на сцене будет проецироваться полное либретто, то есть все то, что написал Чайковский. Вы будете слышать музыку и читать то, что сам Чайковский подписал в партитуре. И есть номера невероятно драматичные. Вот я помню, великая пианистка Виктория Постникова, супруга великого дирижера Геннадия Рождественского, как-то в разговоре о балете «Щелкунчик» сказала мне про такие номера, как «Еловый лес зимой», «Рост елки» или знаменитый «ПДД». Вот она таким очень драматичным голосом: «Димочка, это что должно было происходить в жизни человека, чтобы создать такую страшную музыку?» И кто-то может сказать: ой, да ладно, так можно много про что сказать. Но когда мы говорим про Чайковского, это человек, который максимально до предела доводит драматизм. Эти номера настолько трогают нашу душу. Конечно, каждый из нас плачет, если не каждый раз при прослушивании музыки, то очень часто. И действительно, совершенно очевидно, что трагизм в этой музыке заложен огромный. И часто Чайковский использует вот этот прием иронии, когда мажорной, яркой, торжественной музыке говорится об огромной трагедии. Это одна ветвь трактовок. Дальше они уже обрастают. Вторая ветвь психологическое, что Чайковский хотел отразить период взросления ребенка. Вот рост елки – это как бы взросление ребенка, то есть когда появляются страсти, когда что-то драматичное начинает в жизни ребенка проявляться, переходный возраст. И третья трактовка, она абсолютно соответствует, духовно-философская. Она заключается в том, что как раз еловый лес зимой и вальс снежинок – это момент смерти человека и перехода его в мир иной. И во втором акте человек уже оказывается в загробном мире, в данном конкретном случае, как бы, условно говоря, в раю. Я это все говорю не для того, чтобы запутать вас, а для того, чтобы вы понимали, насколько глобальна эта музыка и насколько важно хотя бы раз в жизни попытаться без лишнего воздействия сконцентрироваться на том, что написал Петр Ильич Чайковский, потому что, безусловно, это один из величайших людей, когда-либо живших на этой планете. Конечно и безусловно в этом всем среди этих трактовок только одно, что помимо любых философских смыслов, конечно, по жизни задача Чайковского была в том, чтобы дарить людям красоту, заставлять нас плакать либо от счастья, либо от драматизма и делать нас лучше, и это все заложено, безусловно, в этой музыке. Сегодняшний концерт пройдет в двух отделениях, соответственно, в первом отделении будет исполнен первый акт, а во втором второй акт. Поскольку это не симфония, между номерами аплодисменты разрешаются. Итак, на сцене Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан, Петр Ильич Чайковский, полная музыка балета «Щелкунчик». Большое спасибо.
Дамы и господа, закончилось первое отделение программы «Антракт».
Дорогие друзья, мы благодарим всех, кто был сегодня с нами. Следующий большой концерт абонемента «Золотые страницы башкирской классики» состоится здесь 31 января. Мы всех ждем. До скорых встреч!